Олег Павлович, у вас есть вопросы? Я тоже задаю вопрос. Есть. У вас ваше выступление с министерством согласовано? Потому что министерство меня поддерживало всегда, а вы выступаете против. Олег Павлович, я являюсь постоянным представителем президента и кабинета министров в Конституционном суде. Я с министерством не согласовываю позицию. У меня положение представительства позволяет определять, что я свою позицию высказываю. У меня есть определенные права высказывать позицию, не согласовывая с министерством. Есть еще у вас вопросы? Олег Павлович, есть у вас вопросы? Еще вопросы есть. Микрофон ответьте, пожалуйста. Нет вопросов. Включите микрофон. Еще раз ответьте. Как? Ответьте еще раз. У вас есть вопросы к представителю президента и кабинета министров? Вопрос президенту я не пойму, потому что когда был премьер-министром Джейнбеков, он меня поддерживал, поручал. Так, а почему сейчас... Кто изменил так мнение? У вас есть вопрос, Олег Павлович? Я спрашиваю, кто изменил мнение правительства, когда Джейнбеков был поддерживал, а кто же изменил мнение президента? Вот вопрос. Кто изменил мнение президента? У вас не конкретный вопрос, я его сниму, если вы не уточните. Хорошо, я прошу прощения, не задаю больше. Да, спасибо. Так, Гульдина Мылсовна, у вас есть вопрос? Вопросов не имеется, уважаемый коллеги. Ага. Уважаемые коллеги, есть у вас вопрос? Скажите, пожалуйста, Алмаз Талдыевич, вот принимался все-таки, оказывается, закон, да, и президентом было наложено вето. Вы вообще знакомились с этими материалами, да? Да. Вы можете сказать суть там? Возражение президента Кыргызской республики. 7 августа 2017 год. 8... Вообще, да, он однажды только, да, это как Нет, бы... ну из тех материалов, которые мне были представлены, у меня только есть возражение, которое было подписано бывшим президентом Атамбаевым. Этого 2017 года. Самый основной довод, который они приводят, это то, что были, во-первых, не определены источники финансирования. То, что Олег Павлович сказал, я не знаю откуда, но эти 105 человек идет, что выплата 7 тысяч, предварительный расчет 8 миллионов 820 тысяч сомов в год. И то, что основное, что необходимость была, что такое военные советники и что понятие советники, они говорят, что в принципе нельзя их приравнивать, потому что здесь под военными советниками, перед военными советниками стояли другие задачи, перед партийными советниками стояли разные задачи, в связи с этим, то есть один материал есть. Я еще хотел бы вот чуть-чуть добавить, что были решения судов, то есть гражданин Михайлов обратился вплоть до Верховного суда, то есть это были до Конституционного суда производства исчерпаны судебные, скажем, возможности. И до Верховного суда было это решение Министерства обороны обжаловано. И постановлением Верховного суда как бы его исковые требования были отклонены. Вот тоже прошу обратить внимание. Спасибо. Ну и все. Присаживайтесь.